В эфире «Якутия-24» мы продолжаем следить за ходом голосования в республике. И Якутия в тройке лидеров по явке в Дальневосточном федеральном округе. Впереди только Чукотка и Магаданская область. И сейчас последние данные о ходе голосования в Якутске. В прямом эфире из Республиканского медиацентра расскажет председатель Якутской городской территориальной избирательной комиссии Алла Самойлова. Итак, вашему вниманию брифинг. Продолжает работу пресс-центр Центральной избирательной комиссии Республики Саха-Якутия. Мы продолжаем следить за ходом выборов. И у нас снова в студии председатель Якутской территориальной избирательной комиссии Алла Георгиевна Самойлова. Добрый вечер, Алла Георгиевна. Мы встречались с вами в 2 часа. Тогда вы сказали, что явка была 21%. Насколько изменились показатели? Конечно, количество людей, пришедших на выборы, оно увеличилось. Я сейчас уходила с работы, и мне сказали, что более уже 60 тысяч человек приняло участие в голосовании. Это порядка, где-то больше 35%. Но посмотрим, на конец дня, конечно, эта цифра увеличится, потому что сейчас в это отчетное число не входит голосование вне помещения. То есть, оно идет, но в отчетное число оно пока не вошло, поэтому я думаю, что к 40%, наверное, приблизится. Надеюсь. Сейчас в социальных сетях и в мессенджерах распространяется разного рода информация о том, что якобы имеются какие-то нарушения. Допустим, поступил такой вопрос. Информация такая, что начиная с 10 часов массово гонят студентов из общежитий, собирают их возле выхода, говорят, что они обязаны взять бюллетени, проголосовать за одну такую партию. Да? Только что была пресечена попытка вынести бюллетени из зала для голосования. Предполагаю, готовится карусель. Это по 728-й избирательной комиссии. Да, это у нас есть такой избирательный участок. За ним закреплено студенческое общежитие медколледжа. Студенты там действительно голосуют, но порядок включения избирателей в список избирателей, он жестко регламентирован законом. Руководитель учебного заведения подает нам списки избирателей. Каждый, фиксируется факт, что этот человек обучается и проживает в общежитии. Каждый студент показывает временную регистрацию по месту проживания. И кроме этого, каждый студент сам должен написать заявление, в котором он указывает, на каком уровне выборов он желает принять участие. И по такому факту была проведена проверка. Я хочу сказать, что все студенты, которые были включены в список, они и голосовали. То есть сверх этого числа там голосующих не было. А что касается выноса бюллетеней из избирательных участков, это делают не члены избирательных комиссий, как думают некоторые, это делают сами избиратели. Задача участковой избирательной комиссии, если такой факт был установлен, обратиться к правоохранительным органам, которые должны провести, узнать у избирателя, с какой целью он выносит избирательный бюллетень из избирательного участка. На мой взгляд, ни о какой карусели на этом избирательном участке и речи не может быть. Алла Георгиевна, можете прокомментировать ситуацию, которую тоже видеозапись распространяется о том, что на 787-м избирательном участке в Сайсарах якобы сломался аппарат современный КАИП, да, и там какие-то бюллетени были рассыпаны прямо на полу. КАИП – это сложная машина такая, мы ее применяем в Якутске не первый раз, она используется на выборах с 2008 года, достаточно давно, поэтому сама процедура, она уже отработана, есть инструкция по использованию КАИБов, и как раз на этом, и на всех остальных избирательных участках до 8 часов обязательно идет такая процедура, которая называется тестирование КАИБа, то есть проверяется адекватность считывания информации на бюллетенях. И у избирательной комиссии есть бюллетени, которые специально сделаны для тестирования. На них написано слово «тест». И до 8 часов они должны провести тестирование. Тем более это было 6 же уровней выборов, 6 видов бюллетеней, то есть на каждый вид свой тест. И эта комиссия, она провела такое тестирование. И как раз на фотографии зафиксирован факт, когда уже сканер, то есть сам КАИП, считывающее устройство, оно было снято. И из накопителя эти избирательные бюллетени, они высыпаны были для того, чтобы их собрать, рассортировать и уже убрать в сейф. Так что вообще тот, кто не знает работу КАИБа, конечно, со стороны это выглядело как-то подозрительно, что там делают, но на самом деле это были бюллетени, которые не содержали отметок избирателей, и на этом участке еще даже не началось голосование. Практически уже близится к завершению единый день голосования.
Можете ли вы сказать, когда будут предварительные результаты и вообще или окончательные итоги выборов? Ну, 8 часов избирательные участки закроются. У них там существует как бы определенная законом процедура подсчета голосов. Они начнут работать, сначала погасят бюллетени, которые остались на участке, потом поработают со списками, а потом уже начнут подводить итоги по каждому уровню выборов. Учитывая, что все-таки это ручной подсчет на основной части участков, у нас КАИБов из 119 участков всего на 36 КАИБы установлены. Поэтому, конечно, это такой будет тяжелый труд членов комиссии, которые будут их вручную считать. И, ну, на мой взгляд, те, где стоят КАИБы, они отчитаются перед нами раньше, ну, в районе 12 часов точно уже у нас появятся. И как только они начнут появляться, мы будем вводить протоколы в ГАЗ-выбору, и, соответственно, эта информация станет уже... Ну, она гласной становится и на участках, потому что копии протоколов берут и наблюдатели, и сами кандидаты могут брать, и там иные лица. Вот. А так она у нас уже будет введена в ГАЗ-выборы и будет появляться, значит, ну, в открытом доступе. А по городу, ну, я надеюсь, что как-то к 8 часам утра предварительные итоги будут уже известны. Но у нас это называется предварительные итоги. У нас еще есть такое понятие, как официальное подведение результатов голосования и итоги выборов. Ну, я надеюсь, что наша комиссия это сделает во вторник. У нас 5 дней есть на подписание протоколов итога голосования. Ну, если ничего не случится, все должно быть по плану. Во вторник мы должны подписать протокол. Пресс-центр продолжает свою работу, и буквально через несколько минут сюда придет заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Иван Михайлович Андросов, который ознакомит с ходом выборов в целом по республике. Спасибо. Ну что ж, это был Республиканский медиацентр с брифингом председателя Якутской городской территориальной избирательной комиссии Аллой Самойловой. Ну, а мы продолжаем следить за ходом выборов. Еще раз напомню, что по данным ТИК города Якутска в столице на выборах мэра и на выборах других уровней явка составляет 37%. Ну что ж, через 25 минут, 18:30 на телеканале, для зрителей телеканала Якутия-24 состоится брифинг в прямом эфире с участием заместителя председателя Центра избиркома Якутии Ивана Андросова.